В эфире «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. В Якутии зарегистрировано более 200 случаев укуса людей клещами. Где наиболее опасные места, как уберечься от клещей и какую прививку необходимо ставить, мы спросим у гостя студии. Это Изабелла Самойлова, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия. Изабелла Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. В этом году ситуация стала тревожнее с клещами, чем в предыдущем году? По сравнению с другими территориями Российской Федерации, наша республика считается еще благополучной по клещевому энцефалиту, потому что наши соседние регионы, допустим, Красноярский край, Иркутская область, Приморье, там насчитываются тысячи нападений клещей на людей. У нас в республике действительно, по сравнению с предыдущими годами, отмечается рост нападений клещей на людей. И на сегодняшний день у нас зарегистрировано 289 случаев в 13 районах республики и в городе Якутске. Это больше, чем в прошлом году, больше, чем в предыдущие годы, но для этого есть объяснение. Если позволите, я сразу тогда скажу, в чем это заключается. Во-первых, на это влияет, конечно, климат. У нас все-таки северная территория, похолоднее, чем вот в других регионах, о которых я говорила. Поэтому здесь не такое большое разнообразие животных, допустим, прокормителей вот этих клещей. И влияет, конечно, потепление климата, то, что у нас ареал, нападения клещей все расширяется и расширяется. Если раньше это были единичные случаи в некоторых южных регионах Якутии, в Нерюнгри, в Ленске, то сейчас охвачены уже и заречная группа районов, и Вилюйская группа, и в центральных районах, и в городе Якутске есть случаи нападения. И кроме того, что климат влияет, конечно, это хозяйственная деятельность человека. То есть идет освоение территории Южной Якутии, вы знаете, промышленное освоение. И железная дорога к нам пришла, и просеки рубятся, ландшафт меняется. И, наверное, большую роль сыграла лесопожарная обстановка сложная. Ведь леса горят, и животные мигрируют, а животные мигрируют вместе с клещами, которые находятся. И жизненный цикл клеща, он составляет от 3 до 5 лет. И, если клещ инфицирован вирусом клещевого энцефалита, то передается потомству, и поэтому мы можем наблюдать, что каждые 3-5 лет меняется несколько статистика по нападениям клещей. Клещ инфицированный передает своему потомству тоже этот вирус. Кстати, чем опасны клещи, какие болезни они переносят и чем можно заразиться? Любой ли укус клеща может быть опасен? Ученым известно 14 видов клещей, которые могут служить переносчиками разных клещевых инфекций, как мы называем. Но наиболее опасный и имеет высокую эпидемиологическую роль – это таежный клещ, который встречается у нас на Дальнем Востоке. Практически 90% вирусного энцефалита клещевого вызывается именно этим видом клеща, и он широко распространен, он самый распространенный у нас здесь. Множество инфекций передаются с помощью клещей, но самое опасное, самое тяжелое, с такими последствиями тяжелыми, это клещевой энцефалит. Есть еще клещевой боррелиоз, или называют болезнь Лайма, но это полегче несколько переносится. А какие признаки болезни могут проявляться, если вдруг, давайте остановимся на самом распространенном укусе клеща. Какие могут быть признаки болезни? Человек не сразу может распознать, что на него напал клещ, он может даже и не заметить это нападение. 90% случаев укусов, они протекают бессимптомно. Да, и около 10% оставшихся могут развиться уже такие явные формы, которые могут вызвать остаточные параличи, миалгии. И даже бульбарная форма, это когда полностью человек разбит параличом, это несовместимо с жизнью уже. Но хочу сказать, что начинается обычно такие легкие формы паралича или бессимптомные. Человек может почувствовать лихорадку, недомогание, головные боли, температура может подняться. Но в большинстве случаев эти явления потом проходят. Это 10% случаев, когда остаются остаточные явления, достаточно тяжелые. Поэтому все равно я говорю всегда, что лучше знать, кто проинформирован, тот вооружен заранее. Нужно знать об этом, да.
А какими последствиями чревато заражение? Что может нас ожидать после? После. Но вот я уже начала говорить о том, что человек не замечает, что на него нападает клещ, потому что в слюне клеща значит, находятся вот эти обезболивающие вещества, анестезирующие. То есть человек не видит. И вот когда он выходит, допустим, на природу, в лес, там, в палатках, значит, там, находится на траве, значит, лежит, он может увидеть, обнаружить клеща часов через 12 только, когда пройдет вот это анестезирующее действие слюны. Но за это время уже схватит свою инфицирующую дозу. Вот, например, зараженный клещ, высоко зараженный клещ, он содержит до миллиарда вирусных частиц. И вот представьте, только небольшая часть там какая-то попадет, и, в общем-то, инфицирующая доза, если будет достаточно высокая, то человек может заболеть. Ну, поэтому сразу говорю, что надо воздержаться от, значит, посадок и лежбищ в лесу, и надо знать, что нужно защищать свое это тело, одежду, светлую желательно одеть, потому что на светлой одежде клещ более заметен, и в течение там 2 часов он будет доползать до открытых участков кожи. Клещ он тоже выбирает там, где ему легче присосаться, поэтому в основном это вот подмышечная впадина, там шея, грудь, паховая область. У детей это может быть кожа на голове. Поэтому нужно смотреть друг на друга, значит, контроль, находить эти клещи, искать. Но если продолжу, то вот самку, допустим, сразу видно клеща, такие интересные вещи. Вес самки увеличивается объем самки увеличивается до 100-120 раз после того, как она сосет кровь. Она может до 6 дней быть в присасываемом состоянии. Если самец, допустим, отпадает сразу, самец клеща, то самка вот она может сидеть 6-8 дней даже. И все это питаться кровью, она увеличивается в размерах, ее становится заметно. Но человек не должен пытаться самостоятельно этого клеща, значит, оторвать. Дело в том, что остается хоботок, и этот хоботок, он тоже инфицированный. Нужно все-таки обратиться к врачу, для того, чтобы ему в травмпункте или врач помог этого клеща правильно его с хоботком вместе вынуть и отправить в лабораторию на исследование. Изабелла Юрьевна, давайте немножко все-таки подробнее остановимся на моментах, как себя защитить. То есть белая одежда, это мы поняли. Защищать открытые участки кожи, это щиколотки, шея, возможно, что-то. А каких мест нужно избегать, чтобы не подцепить случайно клеща? Клещ, он сидит, в общем-то, в траве. Я не скажу, чтобы он там на деревьях там сидел, но в траве, и обычно это вблизи троп. Ему же нужно нападать на животных, он вблизи, где на водопои ходят. И и лесные тропы, тропинки, поэтому траву надо всегда выкашивать. Желательно избавляться от кустарников, сухостоя, от валежников. Санитарную очистку леса эту надо производить. Кроме того, давайте сразу скажу, что нужно избавляться от грызунов, то есть проводить санитарная обработка, дератизация это называется. Это борьба с грызунами-прокормителями этих клещей. И, конечно, нужно проводить акарицидные обработки парков, лесопарковой зоны. Люди заражаются именно тогда, когда они выходят на природу. Ведь сам по себе этот природный очаг, который состоит из животного прокормителя, клеща и этого вируса, он очень самодостаточный, он может существовать в природе бесконечно. До тех пор, пока человек туда не зайдет. Зайдет туда человек, значит, и человек становится прокормителем. То есть он играет роль такую прокормителя. На него тоже нападают. Поэтому нужно использовать репелленты, то есть отпугивающие и комаров, и клещей, и мошкару. Это всегда желательно. Нужно проводить акарицидные обработки. Вы знаете, что сейчас открылись у нас загородные лагеря детские, и в этих лагерях проведены эти противоклещевые обработки и противокомарин, и, в общем, для того, чтобы это избежать. И вокруг территорий таких нужно всегда их проводить ежегодно, в весеннее время. Кладбища, парки, посещаемые места, допустим, Ленинские столбы, тоже нужно, это все подвергается акарицидным обработкам. Но это такие большие глобальные меры, которые осуществляют не только врачи. Это нужно, чтобы органы исполнительной власти, муниципалитеты, хозяйствующие субъекты к этой работе подключались. Давайте поговорим про прививку, которую может поставить себе человек, чтобы защититься от энцефалитного клеща. Когда ее лучше ставить? Прививки,
Есть территории эндемичные, где вот широко распространено и клещи, и прокормители, и люди. Значит, в этих территориях, в эндемичных, прививки ставятся всем людям, начиная с 4-летнего возраста. Территория Якутии не является эндемичной, поэтому прививки у нас ставятся только отдельным категориям лиц, которые по роду своей деятельности связаны, значит, с работой в лесу. Это пожарные, это вот люди, которые строят, значит, линии электропередач, допустим, прокладывают просеки. Это вот охотники, там, туристы, но это уже вот люди, кто по желанию хотят сделать. Это люди, которые там оформляются, строят отряды, это геолого-разведочные партии. Ну вот по желанию, значит, им ставятся прививки и простому населению. Но прививки нужно ставить заранее, не сейчас вот, а осенью это нужно начинать, потому что она состоит, вакцинация, из 2 доз вакцины. Значит, если поставите первую, то вторую нужно ставить через 5-7 месяцев. Это вот оптимально. И вот когда он имеет 2 прививки, тогда считается, что он уже более-менее защищен, и нужно поставить через год ревакцинацию. То есть в идеале желательно получить их 3. 2 вакцинации и 1 ревакцинацию. Но у нас ежегодно прививки получает около 4000 человек в республике, вот из этих профессий, о которых я говорила. Но остальное население только по желанию. Если они настороже, если они такие проинформированные, просвещенные, если они выезжают в лес или выезжают на территории эндемичной по этому энцефалиту. Мужчины у нас очень любят ездить в Приморье и гнать машины, как мы говорим. У нас множество завозных случаев есть. Когда человек перебирается, по пути, значит, останавливается, и сюда уже приезжают уже с готовыми клещами. Из Иркутской области, из Приморья, из Читинской, вот из Алтайского края у нас уже есть такие. Изабелла Юрьевна, давайте в конце нашей беседы дадим краткую инструкцию. Все-таки, если человек заметил на себе укус клеща, и вот клещ, что ему нужно сделать в первую очередь и обязательно ли всегда обращаться к врачу? К врачу надо обращаться всегда. Он поможет вам вынуть этого клеща. Если же вы сами все это сделали, если врача поблизости нет, то нужно это делать правильно. Нужно все-таки постараться строго, перпендикулярно, значит, поверхности тела этого клеща против часовой стрелки выкрутить вместе с хоботом. Значит, этого клеща желательно, значит, поместить в какую-то емкость, ну, пробирку, допустим, и передать в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии. У нас филиалы есть в каждом районе, поэтому желательно передать к врачу. И этих клещей у нас исследуют в нашей лаборатории особо опасных инфекций, чтобы определить, есть он носитель или, то есть вирусом заражен этот клещ или нет. И от этого будет зависеть, в общем-то, дальнейшая тактика. Если человек привит, то он не нуждается в каком-то там особом лечении специфическом. Если человек не привит или опасается, то ему нужно получить иммуноглобулин. То есть это специальное лечебное средство, которое получается от иммунизированных людей. И это уже готовые антитела защитные. Вот этот иммуноглобулин получите, тогда человек может жить спокойно. Изабелла Юрьевна, спасибо вам большое, что пришли, ответили на все наши вопросы. Уверена, что эта информация будет актуальна и полезна для всех наших телезрителей. Спасибо. Ну, я напомню, что у нас в гостях сегодня была Изабелла Самойлова, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике Саха-Якутия. Берегите себя.